Христос воскресе! Сегодня мы с вами поговорим о больных детях. Сложная тема, но она прочно присутствует в нашей жизни. Как-то раз один человек, поработав один день в детском доме для детей с тяжелыми психическими нарушениями, пришел домой, попросил жену налить ему рюмку крепкого спиртного напитка, заплакал и сказал: какое счастье, что у нас с тобой здоровые дети. То есть он увидел эту беду, это горе, которое присутствует в этом мире. Мы умом знаем, что оно есть, но как-то отделяемся от нее, отдаляемся, не верим, что оно нас касается. Мы все хотим, чтобы потомство наше было крепким, жизненным, счастливым. Но тем не менее, иногда в нашу жизнь входит такая беда. Ребенок, который является особым. Это чаще всего физические нарушения, те или иные, их очень много разных. Бывают это и психические нарушения, те или иные умственные, когда ребенок не может вести обычную жизнь. И вот мы сегодня с вами поговорим, как к этому относиться, что с этим делать с точки зрения православной веры. Ведь Библия очень много может об этом сказать. Ведь она открывает нам историю мира от его сотворения, по сути дела, до его окончания. Нам просто надо научиться внимательно читать и проживать это вместе с церковью. Потому что церковь, как хранительница истины, она проживает самой жизнью своей, самым богослужением, самим толкованием, она проживает то, что открыто нам Богом. Открыто нам следующее. Открыто, что когда-то люди не знали болезней, не знали смерти, не знали горя. Это было в райском саду. Но в них вошел грех, вошел соблазн. Источником его был дьявол, падший ангел. И через страсти, сребролюбие, сластолюбие, славолюбие, а все это вместе имеет общий корень гордость, люди повредились, испортились. Они отошли от Бога, отпали от источника жизни, перестали вкушать от плодов древа жизни, и поэтому в них вошли и болезни, и смерть. И вот этот грех, он понимается в православии не только как личная вина, то есть то, что надо лично, за что надо лично искупить, что надо лично исправить, не только как личная ответственность. А он понимается именно как поврежденность, то есть как определенная отравленность, которая передается в том числе из поколения в поколение. Поэтому и Каин и Авель уже показывают развитие этой греховности. Каин убивает Авеля. И дальше между людьми грех весьма умножается. Поэтому, когда ребенок развивается с тем или иным нарушением, мы должны понимать, что на нем сказывается вот то общее наше повреждение человеческого рода, которое пришло тогда еще от Адама и Евы. И к нему по родовым линиям, и мы лично сами, мы тоже добавляем, конечно, грехи, так или иначе. И однажды, когда Господь наш Иисус Христос, Спаситель, единый безгрешный, единый посланный от Бога для того, чтобы исцелить мир, спасти, чтобы дать свет кающимся, чтобы дать прощение грехов, чтобы дать надежду, чтобы исцелить нас и телесно, и духовно, чтобы дать нам воскресение в вечной жизни, чтобы через него открыть Царство Небесное. Когда он пришел однажды в Иерусалим, он увидел человека, который 38 лет лежал расслабленный. И исцелив его, он сказал ему: иди и впредь не греши. Поэтому здесь мы должны понять, и как бы это иногда не хотелось и горько было бы, но надо это признать, что болезнь
чаще всего, прежде всего, это следствие греха. Но грех – это не какая-то непреодолимая стена. Грех через милость, через благодать Иисуса Христа, он исцеляется, он преодолевается. Это называется покаяние. Поэтому очень важно, очень нужно, и что хочется посоветовать всегда тем семьям, которые столкнулись с болезнями детей, это покаяние. Покаяние как признание совершенных когда-то грехов личных. Да, особенно тех, которые вот явным образом, даже с медицинской точки зрения, непосредственно влияют на здоровье будущих детей. Ну, вот вам пример один. Была семья молодая, ждали они первого ребенка, вот, и как-то ни с кем даже особо не посоветовавшись, они идут, и поскольку еще считали, что не готовы, совершают аборт. Вот. И спустя потом некоторое время, когда уже эта история стала известна, и все сказали, что вы совершили глупость, вот, они тогда уже расписались, поженились, и вот они ждут уже теперь ребенка, как говорят, запланированного, а он преждевременно погибает в утробе. Врачи прекрасно знают, что все это взаимосвязано, что сама репродуктивная система, она не является бесконечной по жизненным силам. И удар по ней, скажем, через искусственное прерывание беременности или через другие вмешательства, естественно, не может не сказаться на других детях. И даже есть исследования современные, которые показывают, что из поколения в поколение это передается. Что не только самим родителям, и бабушкам, и дедушкам надо каяться за грехи, совершенные когда-то. И сам Господь говорит это в Библии, о том, что наказываю грешника до 3-го, до 4-го колена. То есть передается наказание. Это и другие грехи, такие как, скажем, курение, злоупотребление алкоголем, употребление психоактивных веществ. Вот. Особенно вот про девочек говорят, ведь они рождаются уже со всеми будущими своими детьми, то есть со всеми яйцеклетками уже девочка появляется на свет. Поэтому вся грязь, которая попадает в нее, она вся так или иначе влияет на ее будущее потомство. Поэтому и нужна нам благодать Божия, очищающая, просвещающая, чтобы мы избавились от этого груза греха. Но и грехи, конечно, более тонкие, не только плотские, телесные, такие как блуд, пьянство и так далее. Но и более тонкие, такие как обман, лукавство, двоедушие, лицемерие, высокомерие, зависть, предательство. Они тоже все имеют значение, потому что духовный мир наш, он неразрывно связан с материальным. Его не выбросишь. Я помню, как с такой горечью приходит одна женщина и говорит: вот я как-то сказала одной знакомой, что да пусть у тебя никогда не будет детей. И вот я узнала сегодня от врача, что у меня никогда у самой не будет детей. Ну что ж, да, по сути дела, вы навлекли на себя проклятие теми словами, но не отчаивайтесь. Богу все возможно. Кайтесь, искренне исповедуйтесь в этом, просите у Бога прощения, слезами омойте этот грех. Постарайтесь найти того человека, извиниться перед ним. И Богу все возможно. И Он может снять вот это проклятие и дать благословение. Тут, кстати, нельзя предаваться этой идее, которая часто циркулирует сегодня в маловерующих умах, идеи кармы. Потому что идея кармы предполагает как раз неразрывную связь между злом и воздаянием за него. Православное понимание духовных процессов, оно истинно. Оно говорит нам о том, что да, эта взаимосвязь есть, но Бог через наше покаяние, через нашу молитву,
он может войти в эту взаимосвязь, он может ее нарушить. Потому что наша жизнь, наш мир – это не только такие жесткие цепочки причинно-следственных связей, но это царство свободы, это царство нравственных отношений, это царство любви. И Бог может корректировать ход этих вещей. Но теперь хотелось бы сказать следующее. 6 июня в этом году Святая Церковь в шестую неделю по Пасхе отмечает так называемое воскресение о слепом, о слепорожденном. Иисус Христос как-то раз проходил мимо человека, который был слепой от рождения. И ученики задали ему вопрос: учитель, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? То есть предполагалось, что или за грехи родителей, или он сам, то ли в утробе, то ли, может, были такие мнения, что и в предыдущей жизни мог согрешить. Кстати, это совершенно непринимаемая православной верой идея о перевоплощениях, о предыдущих жизнях и так далее. Или считалось, что человек может страдать за будущие грехи наперед. И вот Господь открывает нам еще один аспект отношения к болезни. О том, что не все взаимосвязано, как было сказано, так напрямую и жестко. Что страдание может быть не только за грех. Что страдание может быть для славы Божьей. Господь говорит, не он согрешил, не родители его, но это для того, чтобы дела Божьи явились на нем. И дальше происходит чудная история, как Господь из плюновения делает помазание, помазывает ему глаза, посылает его на купальню, тот умывается, исцеляется. И дальше идет сложный диалог. Почитайте Евангелие от Иоанна, толкование на него, те, кому действительно интересен интересен вопрос. Но суть этого события заключается в том, что человек прозрел духовно. Он в конце спрашивает, а кто он, Сын Божий, чтобы мне поклониться ему? И тогда Иисус Христос ему говорит, это я, который с тобой разговариваю. Очень редко такое происходит. Христос очень редко кому говорил, что я Христос, я Спаситель. Он сказал это самарянке, женщине у колодца. И он сказал вот этому слепому. И он поклонился. И он поклонился ему. Господь никогда не требовал к себе поклонения. В данном случае человек сам выражает глубокое желание послужить воплощенному Сыну Божьему. И вот это и есть цель тех испытаний, которые мы проходим в жизни. Господь сказал, что для славы Божьей, то есть чтобы дела Божьи явились на нем. И в этом смысле больной ребенок, он может быть славой Божьей. Он может быть славой Божьей. Несколько примеров. Вот есть у меня один знакомый. Он родился тоже с таким вот, с инвалидностью, физически очень ограничен. Но во многих отношениях он делает больше, чем физически здоровые люди. Вот на днях он просит благословения создавать очередной сайт для православного общества. Он создал уже множество таких сайтов. Он работает, он постоянно трудится, старается помогать людям. И не всегда это получается превосходно, но само усердие, само стремление достойно глубокого уважения. У него есть семья, то есть жена. Он постоянно присутствует на богослужениях, на разных культурных, общественных мероприятиях и так далее. Вокруг множество него знакомых людей, которые и ему помогают, и он им помогает. И молитвой, и советом, и самим фактом общения. Это много значит. То есть человек, что произошло? Человек не замкнулся в своем горе. Человек вот вошел в церковь, и в церкви ищет не только заботы и утешения, а ищет, как себя отдать, как себя применить, как послужить. И вот так должен каждый человек находиться в этой жизни. Он вот как клеточка в организме, он должен и получать питательные вещества, и постоянно их отдавать.
И поэтому такой ребенок, он, конечно, да, он альтернативно одарен. Да, он, возможно, не станет военным, если он физически обделенный. Возможно, он не сможет создать семьи, бывает и такое, если соответствующие есть нарушения. Ему можно, в него больше надо будет вкладывать. Но, как сказал один врач, это другая жизнь. Но это тоже жизнь. Поэтому отвергать его и решать за него мы не вправе. Поэтому церковь, кстати, негативно относится к пренатальной диагностике, то есть к дородовой диагностике, если она ставит целью избавления заранее от такого неправильного с точки зрения врачей ребенка. Уж не говоря о том, что, простите, часто бывают ошибки. Сколько знаю случаев, когда врачи говорили об угрозах или даже о замершей беременности, но рождались живые, здоровые дети, ошибки бывают. Но ведь, если бы была пренатальная диагностика в XIX веке, то не появилась бы ни Матрона Московская на свет блаженная, ни Григорий Журавлев без рук, без ног, который зубами писал иконы. И многие-многие другие люди бы не появились на свет. Многие великие ученые, святые были такими особыми людьми. Вот святая Мария Гатчинская, ее икона, присланная из того места, где были погребены ее мощи. Болезнь ее посетила не с младенчества, а когда она была девушкой. И она была прикована к постели. Каждое движение, даже каждое прикосновение к ней, даже прикосновение к кровати, на которой она лежала, причиняло тяжелые страдания. По сути дела, шевелились только уста. Но она получила такой дар утешения. Она так служила людям. К ней стояла очередь каждый день. И люди заходили печальные, унылые, подавленные, выходили окрыленные, вдохновленные, с решимостью служить Богу. Жизнь ее окончилась трагически. Ее вытащили из квартиры, бросили в грузовик, вывезли в лес и расстреляли. Ныне она торжествует на небесах, и мы верим, что Господь, придя второй раз, воскресит нас всех телесно и ее воскресит. И она будет уже не в том страдавшем, иссохшем, измученном теле, а тело это будет бессмертное, нетленное, могучее, такое, какое сам Господь приобрел по своем воскресении. Поэтому надо достойно пройти все испытания. Еще хочу привести пример одного ребенка, с таким редким синдромом, говорят, на нашу страну всего несколько десятков. Врачи не знают причину этого заболевания. Просто ребенок потихонечку иссушаются его мышечные силы. Вот, и редко до 12 лет доживают такие дети. Этому ребенку сейчас 4 года. Она с трудом говорит. Но бабушка весьма верующая, очень глубоко, постоянно проводящая с ней время, заботящаяся о ней. Вот она приглашает священника, чтобы ее причастить на дому. И вы знаете, вот в этой девочке в ней такая глубина и чистота. Она очень мало говорит. Но она знает, что она не будет долго жить, несмотря на свои юные годы. Бабушка говорит, мы будем жить, мы выздоровеем. Она говорит, нет, бабушка, я не выздоровею. И вот такая трепетность и смирение в ней, ты понимаешь, что да, Господь ей дал такую особую жизнь, но как вот надо ей каждый день, каждый час ей надо прожить. Ей нужны иконы, ей нужны молитвы, ей нужен верующий человек рядом с ней, ей нужно крестное знамение, ей нужна святая вода. Вот ее нужно всеми силами постараться помочь, осветить ее, приготовить ее, да, зная, что она с года на год она отойдет к Богу, и что она, как говорят, сейчас врачи не жилец, хотя, кстати, и все возможно. И, как мне сказал один врач как-то, говорит, то, что вчера было невозможным, сегодня медицина такими темпами развивается, сегодня уже может лечиться. Поэтому и надежду нельзя терять. Но даже зная, что вот она движется к своему концу, с каким уважением, благоговением мы можем к этому подготовиться.
видя вот в этом человеке небесный свет. Вы знаете, я вышел от нее, и вот у меня вот все из души поднялось вот это вот а, умиление. Умиление. Я почувствовал, как нам нужны такие дети. Они нас меняют. Они заставляют нас задуматься о настоящем, о главном, о вечном. Мы сами становимся как дети. А Господь говорит, что если вы не будете как дети, вы не войдете в Царство Небесное, в Царство Божие. 10 глава Евангелия от Марка. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Вот видите, надо детей приносить ко Христу, чтобы он их благословил. Как мы сегодня это можем сделать? Приносить их в церковь. По вере родителей, по вере крестных, крестить их, причащать их, благословлять их священническим благословением, родительским благословением, прикладывать их к святыням, к крестам, к иконам. И вообще всеми средствами, святым маслом помазывать, всеми средствами освящать их, в святых источниках купать, погружать. И Господь вот иногда через немощь человеческую, Он являет свою силу. Он открывает в человеке, например, духовные дарования. Такие были случаи. Да, мы знаем множество святых, которые рождались немощными телесно, но в них открывались духовные дарования. Вот. Он может восстановить телесные силы или сделать так, что человек вроде бы и немощный телесно, но он всю жизнь вот живет, служит, открывается в нем, например, дар прозорливости и так далее, и так далее. Вот. Не препятствовать детям приходить к Богу. Это касается всех, а особенно таких больных детей. Сказала еще как-то одна женщина, которая тоже родилась, особая девочка с аутизмом. Она долго... Вот, и тогда ее духовник, священник сказал, говорит, знаешь, ведь она закрыта, свою болезнь, она закрыта от многих грехов и соблазнов нашего мира. Поэтому это Божий человек. Она уже, так сказать, причастна к Царству Небесному. Пусть она живет. И сделайте все возможно. Поэтому они, да, делают все возможное, дают ей образование, какое возможно. Вот другая жизнь. Эта жизнь, иногда, повторюсь, иногда более истинная, чем та, в которой мы живем. Потому что глядишь на человека с руками, с ногами, с физическим здоровьем, и как бездарно иногда он проматывает свою жизнь, как губит ее, как бесцельно ее прожигает, как скачет от одного развлечения к другому, или вовсе погибает иногда по собственной вине, и поражаешь, думаешь, а зачем же тебе жизнь-то дана? Вот. И как много может сделать человек такой. Вот еще был случай, он написан в Евангелии, когда к Господу пришел один человек, и у него болел ребенок, 12 лет была девочке, она была при смерти. Господь пошел ее исцелять, и ему сказали, что она уже умерла. Все, уже можно не беспокойте уже учителя, пусть он не идет. И Господь сказал великие слова отцу этого ребенка: не бойся, только веруй. Вот эти слова хочется сказать всем родителям, тем, которых мучают страхи внутренние, которых пугают диагнозы врачей, которых смущают советы окружающих. Вот не бойся, только веруй. Да, у людей одни планы, а у Бога другие. Поэтому сделай все возможное, что зависит от тебя, земного, в медицинском плане, используй методы лечения, но вот ко всему этому добавь главное лекарство, главного целителя, врача душ и телес наших, Христа Бога нашего. И не бойся, только веруй. И Господь может сотворить невероятное.
И даже я из небольшой своей священнической практики знаю случаи, когда вопреки прогнозам и диагнозам врачей человек исцелялся и вставал на ноги. А уж сколько таких случаев за всю историю христианской церкви и в житиях святых, их просто не перечесть. Важно, что и молитва родителей за детей имеет великое значение. Знаю одну семью, там, где тяжело больной ребенок, и мама вот очень серьезно восприняла призыв к вере. Стала читать книги о вере, стала приходить в храм, стала сама исповедоваться, причащаться. Вот, но самое главное даже, главное даже не это. Даже не столько вот как внешне изменилась ее жизнь, а внутренне чувствуется, что душа повернулась. Что человек стал смотреть на жизнь другими глазами, другими. И вот именно ведь этого поворота, вот этой перемены нашего мировоззрения от себялюбия, от наслаждения, от пристрастия к земному, к житейскому, к суетному, поворота к небесному, к вечному, к истинному, к Богу, эти ждет от нас Господь. Иногда Он и попускает нам вот эти скорбные дела для того, чтобы мы повернулись, чтобы семья повернулась. Может быть, семья шла не туда, не в ту сторону. Может быть, семья была направлена вот не к Богу шла их дорога. А через этого ребенка Господь призывает и родителей, и других детей, и знакомых, и родственников, и бабушек, и дедушек. Всех призывает к себе. А ведь насколько это дорого, это не купишь. Это так просто не произойдет. Мы настолько застряли, настолько погрязли в земном, что так сами просто оторваться и повернуться не можем. И нам нужны эти скорби, и нам нужны эти болезни. В этом смысле их надо обнять и поцеловать. И не отвергать их, а принять. И не мучиться вот этим вопросом, за что, за что, за что. А как сказала одна женщина, у которой тоже родилась девочка слепая, она говорит, а я, говорит, потом поняла, что Господь дал мне такой подарок. Подарок дал возможность мне послужить вот этому ребенку. Дал возможность стать сильней. Зачем? Не за что, а для чего? Что я могу из этого сделать? Вот и с этим вопросом все тягости из моей души ушли. Да? Растет эта девочка, ходит в школу с сопровождением, уходит со школы, там занимается. Но вы знаете, у нее, когда смотришь, когда рядом присутствуешь, это вот такая чистота. Чистота. Вот ее ровесники, ее сверстники к ее возрасту уже настолько успели погрязнуть в разных грехах, что она по сравнению с ними, действительно, вот как ангел. Замечательно еще в Евангелии молитва отца за одержимого ребенка. Дети, бывают, страдают и одержимостью. Это известно. Известно давно, что нечистые духи могут вселяться, в том числе и в детей. Иногда за грехи родителей. Поэтому ни в коем случае нельзя соприкасаться с какими-то целителями, экстрасенсами, магами, колдунами, ни самим родителям, ни в отношении детей. Нельзя детей водить к таким вот знахарям и вообще какими-то пользоваться оккультными методами. Вот. Потому что известны случаи, когда тело вылечили, а душа потом погибает. Поэтому самое главное, конечно, сохранить душу. Господь говорит, что пользы человеку, если весь мир приобретет, в данном случае, если, скажем, здоровье приобретет, а душе своей повредит. Какой выкуп человек даст за душу свою? Поэтому используй вот дозволенные медицинские средства, ну пускай даже и как это народная медицина, но без духовной составляющей, то есть без заговоров там и так далее, каких-то нашептываний. Пускай это будут там травы, пускай физиологическое лечение и так далее. Духовное все должно быть только от единого Бога. В Троице славим и поклоняем Его, Отца и Сына и Святого Духа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот то, что Церковь благословляет, преподает в качестве духовных средств исцеления,
только это и допустимо. Вот тот отец молился за своего одержимого ребенка. Господь ему сказал, что веруешь ли, что могу это совершить. И отец мальчика со слезами воскликнул: верую, Господи, помоги моему неверию. То есть он понимал свою неверие, он понимал слабость своей веры и вместе с тем хотел верить, искал веры, стремился к этой вере. И исповедовал эту веру: верую, Господи, помоги моему неверию. И Господь сказал ему: все возможно верующим, все возможно верующим. И исцелил, изгнал беса из этого одержимого мальчика. Также и одна женщина, хананиянка, тоже просила за свою дочь, которая была одержима нечистым духом. Вот. И она очень интересно говорила: Господи, помилуй меня, дочь моя зло беснуется. То есть она понимала, что беснование дочери – это следствие ее грехов. А Господь не отвечал ей сразу, испытывал ее. Поэтому нам нужна такая настойчивость, постоянство в молитве. Она шла за ним, просила. Он даже для испытания сказал ей унизительные слова, как бы используя слова других людей, говорит: ну вот нехорошо же взять хлеб у детей и дать псам. То есть вот вас называют псами, как ты к этому отнесешься? Она призналась: да, да, Господи. Ну и ведь и псы едят крохи, падающие с трапезы Господь. Вот видите, молитва должна сочетаться с глубоким смирением, с глубоким пониманием того, что ни в каких правдах мы не можем просить у Бога ничего. То есть не можем от Него требовать, не можем у Него что-то приобрести, как-то заслужить что-то. Мы можем только смириться. И вот со смирением и с надеждой просить. И Господь ей сказал великие слова: о, женщина, велика вера твоя. За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. Женщина, велика вера твоя. Вот. По великой вере Господь и совершает великие чудеса. Как-то раз, глядя на детей в Кочманском детском доме, умственно отсталых, которые, ну, у них даже по внешнему облику видна их, конечно, поврежденность. И первый раз, когда их видишь, чувствуется такая вот брезгливость, как будто вот не хочется к ним приближаться. А потом уже привыкаешь, и ты чувствуешь в них искренность и чистоту такую, вот, и любовь горячую, веру в Бога. Намного они горячее иногда бывают верить, чем мы взрослые. Но глядя на них, знаете, вот мне подумалось: Господи, а ведь это вот мы. Вот они стоят все, вот кто в крив, кто в кость, кто чешется, у кого лицо перекошено и так далее. Я говорю: Господи, вот если бы наши грехи человеческие, вот наша лживость, наше лукавство, наша похоть, наша жадность, вот если бы это все бы отпечатало сейчас на наших телах, вот мы бы вот так вот все выглядели. Поэтому, да, глядя на это, задумаемся о своих неисправностях и с Божьей помощью постараемся все это исправить. Вот, пожалуй, и сказано все основное, все самое главное, что хотелось по этому поводу. И хотелось бы завершить такой мыслью, что с какими бы трудностями, проблемами в физическом, в психическом состоянии детей не сталкивались родители, чтобы они всегда сохраняли надежду. Надежду на Бога. О том, что Господь не спрятался, не скрылся, не ушел, что Он слышит нас, что Он с нами, что Он с нами вместе и страдает. Вот мы страдаем, и Он с нами страдает. Дети наши страдают, и Он с ними страдает. Он вместе с нами. Он уподобился нам во всем, кроме греха. Поэтому не будем терять надежду. Будем помнить, что это не без Его промысла совершается. Что Он держит руку на пульсе нашей ситуации. Он подает нам силы ее нести. Вот Он говорит: иго мое благо, и бремя мое легко. То есть если мы этот крест понесем уже не просто как свой, а как общий вместе с Ним. Вот вместе с церковью будем это делать. Да? Вот постараемся открыться людям. Постараемся и не только
просить о помощи, а еще и помогать другим, еще и служить другим, как говорят. Если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, тогда станет легче. Тому великое множество примеров. Вот тогда слова Господни исполняются. Иго мое благо и бремя мое легко. Приходит благодать, успокаивает душу, появляется и реальная, чудесная помощь, и медицинская, физиологическая, в том числе и денежная, и материальная, и самое главное духовное. Правильные советы, правильные слова, правильные книги, правильное отношение к этой ситуации. Господу все возможно. Он может исцелить, но цель Его привести нас к себе, спасти нашу душу, да, как мы говорим при причащении святых тайн, во исцеление души и тела. То есть в первую очередь должна исцелиться душа. Вспоминается мне один, последний это пример будет, вспоминается мне один мальчик, я его лично не знал, я только про него слышал, но он прожил 18 лет. Он родился, вот, знали, что он долго не проживет, что примерно вот столько. Он тяжело болел, никогда не вставал на ноги. Но Господь дал ему возможность читать Библию, и он знал ее превосходно, на уровне, может, даже средних богословов. Его знала вся школа, провожала его вся школа. И так получилось, что родители вложили в него очень много сил, времени. До 18 лет жив он скончался. И через 2 дня после его смерти в этой семье появился на свет другой ребенок. Вот тем самым Бог наш показал, что жизнь его была не напрасной, что он и появился на свет для того, чтобы в меру своих сил познать Творца. И он сделал это, достиг. И ушел он не в никуда, не в пустоту, а ушел он туда, куда вообще-то надо всем нам готовиться и стремиться, в Царство Небесное. Но сама семья была утешена тем, что вот им Господь даровал другого ребеночка для воспитания. Поэтому, дорогие, всех, кому Господь дал особых детей, детей с болезнями, детей с нарушениями, примите это. Примите это, не отвергайте, не унывайте, не бросайте, не печальтесь, не ропщите, не унывайте. Не завидуйте тем, кому, как вам кажется, Господь несправедливо не дал такой тяжести, как вам. Каждому Господь дает крест по своим силам. Господь понес более тяжелый крест. Прибегите к Нему, поклонитесь Ему, услышьте Его заповеди, откройте Его Евангелие, придите в Его церковь, и вы увидите, что, оказывается, это наше общее дело. И у Господа есть ответ на все ваши самые сложные вопросы. Господь да будет с вами, да укрепит вас в этом очень нужном, очень важном, благородном деле. Воспитание детей для Царства Небесного. Христос воскресе!